Бары бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндө унутпаңыз. Направили непосредственно в другое совершенно русло этот конфликт. И сегодня это конфликт не Артура Цветкова и кыргызстанца. Это прежде всего конфликт нациста, который проявляет свою нетолерантность. Поэтому найдите в себе силы, постарайтесь сегодня исчерпать на корню этот конфликт. Мира и добра. У кыргызского народа есть замечательная фраза: «Таш менен урганда, аш менен ур». Всем доброго дня. Третьи лица хайпуют, подвергая мою жизнь и жизнь моей семьи опасностям. Кто не ошибался в жизни и не имел конфликтов, пусть первый бросит в меня камень. В августе у меня случился конфликт с работником общепита из дружественной Киргизии. Как быстро разгорелось недопонимание, так же быстро вопрос разрешился, и мы, пожав руки, разошлись и забыли об этом. Но на этом конфликте решила хайпануть одна известная в своем регионе ведущая, назвав меня нацистом, видимо, не зная значения этого слова. Тем не менее, женщина осознанно натравила на меня добрую часть братского киргизского народа, преподнеся конфликт в таком свете, что я по сей день не встречаю ни единого утра без пожелания смерти и вынужден передвигаться с охраной и постоянно оборачиваться. Я на своем примере намерен показать будущим провокаторам и привлечь к ответственности виновных за разжигание межнациональной ненависти и бессонные ночи моей семьи. Каждый должен получить то, чего заслуживает, и поэтому я передаю дело в руки моих адвокатов. Агрессия в соцсетях, вызванная блогерами и авторитетной медиасфере женщины Асоль против Артура, это массово совершаемое не самой лучшей частью общества Киргизии длящееся преступление против русских в лице Артура, как человека сильного, известного России, переведя исчерпанный рукопожатием обычный бытовой конфликт в межнациональную плоскость. Для слабого человека такая травля в соцсетях – это доведение до самоубийства путем угроз сети интернет, то есть особо тяжкое преступление с наказанием в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Но для Артура это платформа, позволяющая наказать источник агрессии с использованием правового потенциала нашей сильной и достаточно толерантной страны. И в этой связи наша команда адвокатов Москвы направила соответствующий иск в суд. Максим медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.